Да что ты в самом деле? Думаешь, мне это нужно? Хорошо, я эту депешу придержу. Возьмем Невеля, а там видно будет. Как твои корреспонденты? Нос суют. Куда не надо. Ну, что поделать, это их работа. Товарищ комбат, там корреспонденты из окопа вылезли. Ну вот опять! Я же предупреждала их, товарищ комбат! Твою мать. Вы что? Назад! Ложитесь! Аркаша, заряжай! Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Маметова. Мне нужно заселиться в комнату. Маметова. Маметова. 18-я комната. Спасибо. Пожалуйста.
Через полгода, как забрали отца, мама Амина вышла замуж. Я не понимала, почему. Только потом осознала, что она так спасла и меня, и себя. Иначе нас бы тоже забрали, как отца. Я не смогла жить в доме, где нет отца. Поэтому перебралась в общежитие рабфака медицинского. Мне повезло. Там я встретила свою подругу, Шуру. Это 18-я комната? Да. Ну и славно. Меня тоже сюда поселили. Будем знакомы? Александра. Можно просто Шура. Маншук. Понимаете? На войне каждый человек настоящий. Такой, какой он есть на самом деле. На войне невозможно прикрыться, уйти, убежать или обмануть. На войне видно все, что у человека внутри. И все равно ты на войне учишься прощать. Ведь человек не виноват в том, что он испугался или захотел лишний кусок хлеба съесть и украл его. На войне нет прощения только врагу. Жизнь товарища ты должен спасти любой ценой. Смотри, если ты пойдешь на фронт и совершишь подвиг, то, возможно, твоего отца реабилитируют. Я же медсестра. Какой я там подвиг совершить смогу? Ну, на войне всякое бывает. Да, Разрешите? пойдите. Ну, и куда ты собралась? Мне на фронт надо. Ты себя видела? Что ты там делать будешь? Я пишу грамотно. Закончила 2 курса медицинского. Сколько лет тебе? Скоро 19 будет.
Вот когда будет 19, тогда и приходи. Маметова, поберегла бы себя. Ну не справишься же. Еще как справлюсь. Быстрее, быстрее! Готовьте операционную! Старший сержант Маметова, ассистировать сможете? Навыки медсестры не забыли? Никак нет, товарищ майор. Хорошо, мойте руки, будете мне помогать. Где я? Старайтесь не шевелиться. Вы ранены в бедро. Нам нужно извлечь пулю. Вы в Бога верите? Нет. Зря. Бог вас уберег. Снайпер-то промахнулся. А Маншук вас до госпиталя дотащила. Ягодкин. Ягодкин. Погиб. Я же предупреждала вас, что в лесу снайпер. Куда вы полезли? А как по-вашему материал собрать? Вот и не собирали. Ягодкина нет в живых. Вот она. Операция закончена. Большая потеря крови. Товарищ старший сержант, обработайте рану. Постарайтесь поспать. Вам отдых нужен. Живой? Такие быстро не умирают. Все, ваша командировка закончилась. Через 3 дня приходит машина, и я отправляю вас в тыл. Я без хроники не поеду. Это приказ, и он не обсуждается. И хватит мне здесь смертей! Я все равно. Вот приказ. Корреспонденты свое отработали. Ягодкина жалко. Через 3 дня придет машина, поедешь в тыл, будешь сопровождать Авдотьева. А как же наступление? Никак. Без тебя справимся. Но я не могу расчет бросить, Андрей Егорович. Нет больше твоего расчета. Пулемет уничтожен вместе с расчетом. И не забывай вот про это. Без тебя мне будет проще потерять эту бумагу. Все, вопрос закрыт. Иди. Вот вы странные. Зачем я на фронт пошла?
А вот вы зачем в корреспонденты пошли? Работа нравится? А могли бы и повоевать. Вы что, хотите, чтобы я дома отсиживалась, когда вся страна от мала до велика немца бьет? Сәлеметсің бе, Моншақ? Жолдас капитан? Сені тылға жіберейін деп жатыр деп естідім. Сіз бұл жайында алдын ала білген шығарсыз? Әрине. Сені қауіпсіз жерге жіберсін деп командирге айтқан мен едім. Не үшін? Оны сізден сұраған кім бар? Ешкім. Саған деген қамқорлығым деп ұғарсың. Мәншүк, қан майданнан гөрі, қыз балаға тылда әлде қайда қауіпсіз емес пе? Соғыста ер әйел деп бөлінбей, жауға тізе қосып қарсы тұрған дұрыс. Сен қыз баласың. Сендерді қорғау біздің борышымыз. Жолдас капитан, мені қыз бала деп мүсіркеудің қажеті жоқ. Мен қызыл әскер Маметовамын. Мен бұл жерден ешқайда кетпеймін, соны біліп қойыңыз. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. 39-я и 43-я армии Калининского фронта нанесли врагу отвлекающий удар на западе. Воюют уже 4 дня и вышли на рубежи Восточной Европы. Наша задача – подойти к городу и взять его любой ценой. Нам понадобится хорошая поддержка артиллерии. Надо нанести сокрушительный удар. Артиллерия будет к началу операции. А немцы знают, что мы готовим наступление. А пусть знают. Бояться будут. Что у тебя, Нуркен? В ближайших населенных пунктах врага нет. Это хорошо. Сегодня прибыла директива из Генштаба. Наступление пойдет с нескольких направлений. Мы должны уничтожить этот фашистский узел. Невель – это ключ к Белоруссии и Прибалтике. Надеюсь, это объяснять не надо. Равняйсь! Смирно! Вольно!
Товарищи красноармейцы, наступление на Невель, хоть и сложно, но продвигается. Собственной кровью, десятками жизней. Мы метр за метром отвоевываем у врага нашу родную землю. Мы сейчас должны объединиться с другими частями и навсегда выбить врага из Невеля. Я надеюсь на вас, братцы. Командуйте, лейтенант. Равняйсь! Смирно! Вольно! Разойдись! А где мальчик? Так ее в тыл отправляют. Сопровождать Авдотьева. Черт возьми. Сайтан Алгар. Правильно я сказал? Правильно, идем. Ну, во-первых, приказа о своем переводе в тыл я не видела. Во-вторых, машина бы только через 3 дня пришла. Авдотьев был еще слаб. Ухаживать за ним есть кому. Да и я расчет не могла бросить. Аркадий молодец. Починил пулемет. Ну что, хлопцы, выпьем? Кто знает, успеем ли еще. А что там в Невеле, братцы? Артиллерия уже работает. Ну? Зададим фашистам. Братья, слушайте. Идут хлопцы на войну, в наступление, к Невели. Завтра все пойдут ко дну. Гитлеры и Геббельсы. Молодец. А? Вот это номер. Молодец. Она лежала на диване, губу от страсти закусив. А я стоял над ней в халате, обворожительно красив. Она мою хотела шею руками нежными обнять. Она хотела быть моею. И я могу ее понять. Браво! Нічого, братці. Ржев і Великі Луки ми вже звільнили. Ось Невіль відоб'ємо ворога. Хе. А там ми в баньку сходимо. Поїмо вдосталь. Что ж я в артиллериста не пошел? Сейчас бы на самоходке ехал, а не пешком шел. Да какой из тебя артиллерист? Ты на нужник-то еле дорогу находишь. А как врага бить по карте начнешь, так и своих половину положишь. Ну, хлопці, встаємо, ідемо їсти. Мәншік, қатарымызға қайта қосылдың ба? Сен анау Авдотьевке қосып, тылға жіберді деген қайда? Ол керек жеріне мен сізде жетіп алады. Мәжит, командир жақын жерден екен, көріп келші. С возвращением, старший сержант Пометова. Рахмет, Аркаша. Рахмет. Пойдем кушать. Пойдем. В действиях старшего сержанта Маметовой нарушения воинской дисциплины не нахожу. Конечно, разрешения идти с нами я не давал. Но время военное, да и бойцы ее любят. А профилактическую беседу я с ней провел. Комбат алыста. Жуық арада жазыла қоймайды. Дегенмен, біраз жақсы оқып қалады. Бала кезімде жарақат алғанда, алда апам осылай емдейтін. Рахмет. Ем болсын.
На, доня, выпей. Я цукор додав. Тобі силы потрібні. Спасибо, Степан-ата. Болды, болды, болды. Дальше, дальше. Сұм соғыс сені де аямады. Міне, саған тәттім бар. Товарищ комбат, по вашему приказу старший сержант Маметова прибыла. Ты что, действительно хочешь под трибунал? Кто позволил покинуть расположение? Что за самодеятельность? Я не могла оставить свой расчет. Ты нарушила мой приказ! Ты знаешь, что я должен сделать? Знаю. А чего вы тогда ждете? Отдавайте меня под трибунал! Это последнее предупреждение. Все, что могу для тебя сделать, поедешь в госпиталь. Медсестрой. Там сейчас много раненых. Товарищ комбат, сами подумайте. Сколько людей я смогу спасти в госпитале? 5, 10, 20? А сколько фашистов я могу остановить здесь? Да и пулемет у нас теперь исправен. Это не обсуждается. Свободно. Анчик, тоқташы. Бәрібір алғы шепке барам. Деген болсын. Жолдас капитан. Сіздің мініңізді айтсам бола ма? Айтып көр. Біле жүрейік. Сіз шешім қабылдарда ешкім тыңдамай кетесіз. Басқалардың да бір білгені бар шығар деп санаспайсыз. Оның рас. Мойындаймын. Бірақ бұл соғыс екенін ұмытпаңыз, жолдас Маметова. Жан алысып шан беріскен аласапыранда тірі қалу екі талай. Қырық жыл қырғын болса да, ажалды ғана өледі. Нартәуекел.
Не справиться нам с ней. Мәншүк, тылға бармайтын болғансың ба? Неге бас тарттың? Шабуыл тақап қалғанда қайдағы тыл? Анда барсаң, мына тозақтан құтыласың. Сонда мен бәрін тастап қашуым керек пе? Қашу жайында сөз болған жоқ. Сенің де отбасын құрып бала сүйсем деген үмітің бар емес пе? Мына соғыстан елге аман есен оралсам, ешқашан қабақ шытпай өмір сүрер ем. Әр нәрсенің ретін келтіруге болады, тек ажалдан ғана қашып құтыла алмайсың. Неге соны түсінбейсің, Мәншүк? Угощайся. Авдотьева скорее нужно в тыл отправлять. Тут он не поправится. Неизвестно, когда машина придет. Дорогу разбомбили. Меня с ним отправляют, личной медсестрой. Видимо, я не нужна здесь на передовой. Марк Григорьевич, вдруг, если мы не увидимся, расскажите о себе. Знаешь, никогда бы я не подумал, что буду оперировать и спасать солдат прямо на поле боя. Я ведь на гражданке спокойно заведовал хирургическим отделением в Одессе. Да. В 41-м город бомбить начали. Наш район, где была моя больница, разрушили за 5 минут. Когда падали бомбы, я оперировал мальчика. У него было обострение аппендицита. Все вокруг тряслось, дрожало, горело. А я продолжал делать свое дело. Мальчика перенесли в подвал, а я побежал по улице посмотреть, что с моим домом. Ведь в нем была моя семья. Бомбежка еще продолжалась, а я бежал 3 квартала, как сумасшедший. Ничего не помню.
Даже халат не успел снять. Когда добежал, увидел, что моего балкона на 2-м этаже нет. А вместо квартиры в доме огромная воронка. Все горело, дымилось, а я руками начал разгребать завалы. И только через сутки достал свою семью. Правда, уже было поздно. Я тогда подумал, что если бы не эта операция, не этот мальчик с аппендицитом, я был бы вместе со своими. Возможно, я смог бы их защитить, спрятать. Или просто быть рядом. До последней минуты. Но меня не было. Я тогда понял, что, видимо, этому мальчику я был нужнее. Я тогда решил, что должен приложить все свои силы, знания, опыт, чтобы спасать людей, спасать солдат, чтобы добить врага. Потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь переживал то, что пережил я. Поэтому я здесь. Судьба сама направляет нас туда, где мы нужнее. И что мне делать? Доверься судьбе. Покушай.